это в школьной программе. Вот тогда произошло, да. Это вот Синат Чубабай, по-моему, есть в школьной программе. Вот тогда был на уроке татарский эдебиет дерсінде. Сейчас уже не вспомню, какое ощущение было тогда в школе, потому что оно не было таким, которое сейчас, так скажем, сейчас ощутил, когда я прочитал вот эти вот 5 произведений, на которых мы основывались во время написания уже инсценировки. Могу рассказать о своих впечатлениях. Ренат Аюпов, были как-то, так скажем, он сказал, что это очень кинематографичный текст, и это действительно так. И я представлял, как будто очень такие по-чеховские, я прям представлял, что это кадры, и в каждом произведении у него это есть. И мне показалось, что это очень такой сильный материал, который можно не только ставить, но и снимать. Синат Чубабай. Потому что мне понравился мотив, там же не только мотив того, что вот надо сохранить культуру, но еще вот мотив потери любимого человека и как ты пытаешься, так скажем, жить в том мире, где ты потерял того человека, с которым ты жил всю жизнь. И это очень болезненно, потому мне самому интересна эта тема, когда ты в течение столько времени живешь человеком, а потом этот человек раз и умирает. И как найти в себе потом как-то какие-то вот эти основы, чтобы жить, что ли, чтобы как-то, вот, чтобы сохранить в себе какую-то, не знаю, возможно ли это, я не знаю. Сложно не было, потому что изначально Ренат Аюпов, режиссер, он пришел ко мне уже с синопсисом. Синопсис был готовый, и там было все расписано, так скажем, по полочкам, что следует за одним, за другим. И поэтому не было таких сложностей, так скажем, чтобы все это соединить. Изначально у меня уже был такой готовый синопсис. Человек, который пытается сохранить культуру, традиции. У меня это перекликалось, так скажем, с моим дедушкой. И когда мы с Ренатом Аюповым все это обсуждали, я ему говорил, вот, знаете, вот эта вот традиция, мне вот дедушка передал их. Это вот, я каждое лето проводил в деревне по 2-3 месяца. И у нас утро начиналось с того, что наш дедушка включал татарское радио, и плюс он был и в Вознакаевском районе, и там еще смешивалось еще уфимское радио. То есть было так, 2 языка. Потом что он делал? Он доставал татарские газеты, Татарстан Яшляжев, что ли, газетасы, и начинал их читать. А потом мы с ним еще ездили Кытуга, и там тоже было какое-то вот это вот, даже не через тюбетейки вот эти, а он как-то, я чувствую сейчас, что он оказал очень такое сильное влияние на меня, даже не понимая этого, наверное, сам. Передал какую-то... Последние 2-3 года я очень об этом думаю, вот именно насчет языков, как сохранить, особенно после того, как родился свой ребенок, я вот думаю, как ему все это передать. И так как-то я в этом почувствовал какую-то силу, что ли. Я не могу ответить на этот вопрос, что это, зачем это нужно. Зачем это нужно человеку, именно вот это сохранение языка, сохранение культуры, но это, мне показалось, дает какое-то вот это ощущение понимания того, кто ты такой. И это, мне кажется, очень важно, потому что сейчас очень такая глобализация всего, становится все унифицировать под один стиль, а мне кажется, это не очень хорошая тенденция, потому что очень, например, у нас же не только татары здесь, но еще чуваши, марийцы, это очень богатая культура, которую хотелось бы дальше, так скажем, сохранить и передать потомкам. Вот этот вопрос последние 2-3 года меня очень сильно волнует. И я думаю, вот этот проект, он не зря появился в моей жизни. И он еще раз подтверждает то, что, как бы сейчас пафосно не прозвучало, надо как-то, наверное, сохранять и беречь, и передавать эту культуру. Вот как это делал, может быть, мой дедушка, не навязывая, с одной стороны, ну и просто общаясь со мной на татарском языке.
мы там я не могу сказать, что мы там что-то обсуждали, какие-то вопросы там связанные, там, я не знаю, с религией или еще с чем-то. Мы просто с ним разговаривали на татарском языке. И мне кажется, если вот это будет в семьях, именно в татарских семьях сейчас говорю, в русских семьях это не обязательно. В татарских семьях именно вот в этом проблема, что мне кажется, даже у моих родственников это чувствуется, что они сейчас не разговаривают на татарском языке, дети. И у меня есть племянники, которые, ну, не знают, да, они понимают татарский язык, но они сами не могут высказать. Мне кажется, такая идет потеря какого-то кода, который передавался. Если на Чебабай, этот как раз-таки вот он, этот код он старался передать, и он в итоге передает. И я не знаю, как в итоге сейчас получится все, потому что я еще не видел показ, не видел репетиции, но по инсценировке это было то, что он все-таки успевает передать вот эти вот, так скажем, татарскую какую-то кровь, татарскую идентичность поколению своему. Вот. И мы когда обсуждали с режиссером, он сказал, у меня, честно говоря, не очень такие хорошие впечатления в плане того, что дальше будет с татарским языком. И вот несколько раз еще у Гайзес хоккей есть, и он сказал через 200 лет. А я все-таки думаю, что, мне кажется, немножко такое позитивное немножко у меня отношение к этому, потому что все-таки не будет вымирания и будет как-то все-таки сохранен язык. Актуально, потому что те проблемы, которые он затрагивает, вот даже взять вот эти произведения, которые мы основывались на этих произведениях, там, например, «Улали Үйленмегениды» эсеры, там тоже отношения между русскими и татарами, что делать. До сих пор это чувствуется, даже как-то в моей семье это чувствовалось, если, например, кто-то в твою семью, выливается, так скажем, из русских, то немножко есть такое сопротивление, что ли. И да, это не показывается, но вот это вот есть какое-то сопротивление в этом. Именно в том человеке, что ты, например, привел в дом русскую, например. И вот в этот момент он актуальный. Потом, если рассуждать каждое произведение, они все актуальны.